немножко удивили этим вопросом, неожиданно получился. Скажем, тогда в последнее время я стал депутатом райсовета, то есть я курирую один из нас проектов, но бросать медицину я не собираюсь и не планирую, потому что то, что я умею делать лучше всего в данный момент. То есть, конечно, люди подходили, в слух ходил много по райцентру, я прекрасно знаю, ко мне люди подходили, потому что неправильно уходит там в райсовет, туда-сюда. Я такого, у меня в мыслях не было и нет. То есть, вот так, конечно, пути Господни несправедливы, то есть кто его знает, то есть, пока на данный момент об этом разговор не ведется. Хорошо, спасибо. Вот мы в разговоре с вами не упомянули такой момент. Я вот знаю, что ваша мама тоже всю жизнь проработала врачом. Расскажите немножко, пожалуйста. Да, моя мама врач, то есть, конечно, на выбор профессии врача выбрала то, что говоря, и маме тоже, потому что я видел, как она работала, то есть она у меня достигла больших успехов, она у меня доктор наук, профессор, то есть возглавляла очень крупный центр по реабилитации детей-инвалидов. Она замечательный человек, сейчас на заслуженном отдыхе, то есть она очень много для меня сделала, я прекрасно понимаю, и мои два прекрасных братишка прекрасно понимают, что многим тем, что мы достигли, мы обязаны. Здорово. Вот, Булат Маратович, мы уже второй год живем, скажем так, в состоянии такого нервного напряжения. На улице ковид, мы все такие нервные, скажем так. И нам бы хотелось услышать ваше мнение по поводу этой пандемии и вообще, как нашим слободцам продолжать жить в условиях ковид, как себя защитить? Жить продолжается по-любому, то есть это надо жить в условиях даже ковид, то есть да, это, конечно, был стресс, однозначно даже, лично я для себя не ждал, что будут именно такие последствия, что будем носить маски, то есть соблюдать, настолько, то есть будет все это серьезно. Но насчет, скажем так, того, что как защититься, я знаю, что на данный момент идет прививочная кампания. Очень много положительной этой информации, очень много отрицательной информации, тем более мы живем в условиях информатизации, очень много, скажем так, фейковой информации, очень много, скажем так, прямо противоположной информации. Могу сказать только одно, то есть на данный момент, если что касается прививочной кампании, то есть она же, кстати, что на то пошло, это не первая прививка, которая делается. Почему-то, когда у нас дети рождаются, мы же никто не обсуждаем, что надо делать от ДСМ, то есть от дифтерии, от коклюша, от полиомиелита. Потому что люди прекрасно понимают, что эти заболевания были побеждены благодаря этим прививкам. Конечно, я это не застал, когда дифтерию, но, скажем так, моя мама дифтерию видела. Что это такое? Это, говорит, страшное заболевание. Если взять такое дело, например, что натуральная оспа, она была побеждена только благодаря прививкам. На данный момент от натуральной оспы уже 20 лет с лишним уже прививки не делаются. Поэтому вот мое мнение такое, то есть, что смотрите на себя, я сказал информацию, которая, скажем так, не доносится, просто экскурс из истории. Хорошо, спасибо. Нам, конечно, хотелось нашу встречу завершить на приятной ноте. В преддверии праздника... Я сам скажу, дорогие женщины, от всей души хочу поздравить вас с Международным женским днем, пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов, быть любимыми и самим любить. Спасибо большое, Булат Маратович. До новых встреч и всех благ вам. Спасибо.